На автомобильную трассу Псоу-Ингур одновременно вышли сотрудники батальона ДПС Управления ГАИ Республики и роты спецсопровождения. Их главная цель – установить нарушителей правил дорожного движения, а именно скоростного режима, правил обгона и маневрирования. Также правоохранители штрафуют за управление транспортом без государственных номерных знаков и стекол с превышением норм тонировки. В мероприятиях задействованы более 100 сотрудников ГАИ. По статистике, к сожалению, декабрь месяц является аварийно опасным. Управлением госавтоинспекции была проведена работа касаемо аналитики особо опасных участков дороги на республиканской трассе, где чаще всего происходят дорожно-транспортные происшествия со смертельным исходом. На данный момент на данных участках скрыто несут патрули сотрудники ГАИ для выявления нарушения скоростного режима, для выявления нарушения пересечения сплошной линии. Для последующего привлечения на постах, как вы сейчас видите, за нашей спиной сотрудники ГАИ ведут работу по ориентировке на тех выше указанных местах, где выявил скрытый патруль нарушения, останавливают, привлекают к ответственности. В наиболее опасных участках главной автодороги будут размещены контрольные патрули для скрытого видеоконтроля. Видеорегистраторы в визир зафиксируют правонарушения, данные о котором будут переданы на ближайший пост. Работа по этому плану ведется не только на Верхнеишерском посту, работа ведется по всей протяженности республиканской трассы. Данная работа будет проводиться на протяжении 1 месяца. Дальше уже будут в оперативном плане рассмотрены результаты нашего мероприятия, какие результаты они дали. И как дальше строить работу, будет уже новый план введен. В первые же минуты начала акции «Безопасная дорога» сотрудники ГАИ выявили множество серьезных правонарушений. Это и запрещенная тонировка, и пересечение сплошной линии. Одним из первых нарушителей оказался чиновник. На него был составлен протокол и выписан штраф. А вот на этом автомобиле установлены проблесковые маячки, разрешение на которые выдает только управление ГАИ. А у владельца авто такого документа не оказалось. Согласно утвержденной схеме, при реализации плана «Безопасная трасса» по всей республиканской автодороге будут дислоцированы более 30 административных и контрольных постов, которые будут функционировать ежедневно вплоть до середины января. В целях выявления лиц, приравненных по статусу к военнослужащим и пользующихся возможностью уклоняться как от привлечения к административной ответственности, так и от соблюдения элементарных правил дорожного движения, руководство ГАИ Республики к своим профмероприятиям привлекло уполномоченных сотрудников прокуратуры, СГБ, ГСО и таможенного комитета. На сегодняшний день у нас идет особый порядок в административных делах, касаемых военнослужащих. В этой связи к нами привлечены сотрудники службы государственной безопасности, таможенного комитета, прокуратуры, государственной службы охраны для привлечения к ответственности их непосредственных сотрудников, которые, как показывает практика, нарушают у нас. Сегодня влияют на ту оперативную обстановку у нас на дорогах. В первый день профилактических мероприятий «Безопасная трасса» было составлено 188 административных протоколов. 52 из них за превышение скорости, 15 за отсутствие водительских прав, 4 протокола за тонировку, 5 за отсутствие номеров. 3 неоформленных авто поставлены на штрафстоянку. Нисфа Аршба, Беслан Джинджоля, Абхазское телевидение.